Итак, сейчас мы находимся в поселке Патраколь. Это курортная природная зона Бурувай. Здесь есть сыроварня Соколовых. Руслан Соколов, основатель этой сыроварни. Здесь на фото он. А здесь в основном они специализируются на итальянских сырах. Вот. Здесь такой даже аромат, запах таких вот, знаете, сырных бактерий. Сейчас мы посмотрим тут сертификаты, награды, которые они имеют. И теперь посмотрим саму сыроварню. Здесь такой вход. Нас попросили надеть бахилы. Здесь у нас имеются бочки, да, с закваской. Сейчас Алена выйдет, нам все расскажет. Пока в общих чертах можно будет заснять процесс формирования сыра. Посмотрите, здесь какие-то у нас сырные. То есть белое покрытие, это уже идет такое специальные бактерии. Это формочки для сыров на расфасовку. Очень чисто, стерильно. Камера есть. Здесь идет прессование. То есть, когда прессуется, стекает вся сыворотка. Как будто я сырник. Я сам очень люблю сыр, да, на самом деле. Я хочу посмотреть, есть ли в Казахстане похожие сыры, те, которые я ел в Европе во время своей учебы. Теперь мы посмотрим на... Здравствуйте, проходите, пожалуйста. О, какая красота! Здесь хранилище созревания сыров. Созревание начинается до максимально, какие у вас? Несколько лет уже? Да. Плесень, грибы привозите из Европы, да, получается? Да, сам заказывают специально. Ага. Нет, здесь. А где же вы их храните, получается? Вы должны, чтобы дальше формировать для следующих партий. Вот здесь у нас. А, здесь они хранятся, да? О, Это бри. это бри, да? Вот он, да? Здорово. Сколько стоит у вас? Килограмм, по-моему, 8 или 8500. Ага, хорошо. Так, Здесь бри сыры у нас есть. солятся. Угу, да, засолка Греется грибов, сыров. и здесь созревает. Ух ты, вот это такие, да, сыры, как это французские? Расскажите, какие сыры, какие у вас есть? Ну, преимущественно твердые, полумягкие. Вот свежие сыры такие у нас, это, в принципе, полумягкие, свежие, это халуми, Угу, чота, угу. такие, что из свежих сыров. В основном все сыры длительного созревания. Ага. Твердые сыры типа Вот эти два сыра у нас, получается, пекарина, овечья липаза и козий пекарина, они у нас завоевали бронзу во Франции на престижном конкурсе. А в каком городе? Франция. Я не знаю. Там сам выставлял пост. Надо будет посмотреть. Два сразу завоевали бронзу. Здорово. Значит, надо взять. Если французы заценили, то надо брать. Да. Там всемирно, там то, что все страны мира могли участвовать. Текучий такой, да, стекает? Нет, это твердый сыр, они просто тяжелый. А вы их покрываете чем-то еще, да, получается, кроме... Нет. Они, это сами естественная оболочка, созревают, да? Потом просто они перед упаковкой чистятся и запаковываются лаком. Вы нам будете еще расширяться, да, будете делать такие деревянные стены, да, потому что... Ну, Саныч хочет расширяться и делать. А здесь у нас на полках это какие темные сыры? Это перкноли. Ага. Вот это перец? Да, это перец, а внутри с чесноком. Хорошо. Копчение такое, да, идет небольшое, круто. Здорово. А вы проверяете таким инструментом, который такой, знаете, как спица такая формирует, да? Это говорят, это горгонзол. Горгонзол проверяет, да, такой длинный, да? Сыры, то есть по времени он записывает все, и по времени, то есть сколько он созревать должен, месяцев. Периодически вы их тоже чистите, промываете, да, получается, чтобы они высыхали? Раз в неделю, да? Афинаж называется, да? Да. Хорошо. Чтобы не было сырного клеща. Да, клеща, да. А температуру вы как-то поддерживаете? Да, то есть влажность, да? Да. Подогреваете на периодически, когда нужно, да? Подогревать нет, но охлаждать. Чтобы охлаждать, да? Чтобы это типа испарения не было. Здорово. Потому что они зреют по определенной температуре и влажности. А нет такого правила, чтобы тем зайти, вы проверять, чтобы немного проверилось, чтобы СО2 вышел, там, типа, вот этот газы. Да, чтобы вы это периодически, да, чтобы можно зайти, перед тем, как зайти. Здравствуйте. У нас гости. Маму? К маме? К маме хочет? Заходи. Тут холодно. Ладненько. Что можно здесь покупать сразу здесь, да? Да, вы можете выбрать. Это халуми, сыр, это свежий сыр для жарки. Он у нас
сухой сковороде без масла. Это как караклет такой, да? Типа готовят его с картошкой, типа там можно... Нет, Окей. это халуми. Халуми-то похоже, да? Халуми. Его можно и салаты делать с Мгм. ним. Давайте попробуем. Так. Ну, это вот наши победители. Это Под- коза, Катрина коза. Ага. И, Это козий сыр, да, у нас? да. Мгм. И пекарина это сыр из коровьего молока с овечьей липазой. Давайте попробуем. А только овечий сыр есть у вас? Ну, прям молока овечьего нет. Нет, да? Есть монтажио, твердый сыр. Это уже не говорит. В принципе, сыры все вкусные. Мгм. Камте есть тоже твердый. А сколько стоит такой вот круг один? Они же по весу где-то выходят Ну, килограмм 20. 20. Ну, есть 8 тысяч килограмм. Ну, в среднем. Такой подарок. А есть кто берут у вас такие подарок, целый сыр такой, любители, Ну, ценители? бывало, да. Это кто берет? Бывало, На по-моему, какая-то организация даже брала там на вечеринку? на презенты своим сотрудникам. Здорово. А так дешевле же брать, да? Нет, Так же выходит, да? да, так же. Так, смотрите, есть изяга с трюфелем у нас, он такой, как сливочный, и трюфель туда гриб добавляется. Кажется, я его заказывала в Арбузе. Вы тоже в Арбузе продаете? Да. Ага. А давайте возьмем тогда трюфель. А цена такая же? Давайте здесь возьмем. Нет, ну, здесь, наверное, сыроварный здесь у нас подешевле. Да, я по упаковке узнала. Я не Мгм. знала, что она делает. Он такой мягкий здесь, да? Да, он такой сливочный. Фанталия, Кремовый. более кагау тоже такой классика. Ага. Сама есть, может поинтереснее. Ну, попробуйте камте, монтажи, очень вкусный твердый сыр. Канте? Да, камте вот твердый сыр. Вот этого, наверное, хватит, да? Да. Мы еще приедем. Мы хотели бы с Русланом познакомиться. Да, вот И... с Русланом, да. Он бы вас на часик задержал здесь. Да, мы просто любим